Первый искусственный спутник Чеченской Республики Ахмат-1 в космосе. И это факт. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И директор технопарка Чеченского государственного университета имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова, руководитель программы «Дежурный по планете» в Чеченской Республике Умар Дадашев. Маршал Умар. Да, маршал, ассаламу алейкум, дедек холша. И перед нашим разговором, вот что я хочу у вас спросить. Дежурный по планете, это что за программа? Мне самому уже интересно, как ведущий. Вот прошу, объясните. В общем, для популяризации вообще космической деятельности среди школьников Фонд содействия инновациям запустил программу, которая называется «Дежурный по планете». Это общероссийская программа? Это общероссийская программа, в которой могут участвовать организации, подавая туда свои проекты. И они выделяют грантовые средства на создание своего спутника, сопровождают запуск этого спутника документально и прочее. И в итоге дают таким университетам, как мы, возможность запустить свой спутник на орбиту Земли. Что и произошло. Что и произошло. Тут название такое было «Дежурный по планете». Понимаете, такое интригующее название с таким космическим романтизмом. Вот мне было интересно узнать, что это такое, что это за программа, но и наши зрители тоже об этом узнали. Подробнее я сейчас тоже расскажу. Про Спасибо. это. И перейдем к нашей основной сегодняшней теме. Вот скажите нам, кому принадлежит идея создать и запустить в космос спутник Ахмат-1? Первый космический аппарат Чеченской Республики. Как мы знаем, если начинать с самого начала, скажем А с самого так, начала нам и нужно. Прошу. Да. Как мы знаем, Чеченский государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова сейчас один из ведущих университетов на Северном Кавказе, который участвует регулярно в различных программах. Студенты и сотрудники которого выигрывают многочисленные конкурсы. И вот один из конкурсов, который нам скинул наш ректор, уважаемый Саидов Зурбек Асламбекович, это как раз-таки был конкурс «Дежурный по планете», о котором объявил Фонд содействия инновациям. Мы, скажем так, давно смотрели в сторону космоса, но у нас не было базы для всего этого, потому что создать базу для космических разработок, вы понимаете, какое это дело именно Космос, со стороны, одно слово. Да, с финансовой стороны, с научной стороны. И нам нужна была такая первая ступенька, на которую мы сможем наступить и уже дальше этот путь начать. И мы наткнулись на этот конкурс, в рамках которого Фонд содействия инновациям выделял грантовые средства на создание первого спутника. Мы решили попробовать свои силы, собрали тех ребят, которые смогут написать этот проект, начали писать проект, то есть там не просто как бы мы хотим запустить спутник, там надо написать, о чем этот спутник, какие функции он будет выполнять, защитить, как будет вестись работа со спутником, то есть кто будет в этом участвовать, так как проект направлен на школьников и на студентов, чтобы они могли что он будет делать там в космосе. Все правильно. В итоге мы подали, хотя у нас не было опыта, мы подали, одни из лучших мы защитились. Не было опыта, мы подали и стали одними из лучших. Да. Интересно звучит, прошу. Да, феномены такие тоже бывают. В общем, мы выиграли, к нашему тоже удивлению. Спустя некоторое время эйфория прошла, и мы начали работать над этим проектом. Связались с нашими партнерами Юго-Западным государственным университетом, у которых еще с советских времен есть обширная база в плане космоса, космических технологий, и начали разработку своего спутника. А вот из чего состоит начинка спутника? Вот это мне интересно. Чем оснащен спутник и какие задачи он будет выполнять там, в космосе? Наш спутник относится к классу малых космических аппаратов. Там установлен, помимо прочего, там установлен приемник и передатчик радиосигнала, благодаря которому любители, различные радиолюбители смогут получать этот сигнал, где мы записали приветствие от наших студентов на 3 языках, на русском, на чеченском и на английском. И в этих аудиоприветствиях наши студенты рассказывают про Чеченскую республику и про Чеченский государственный университет. Так как
одними из первых сигнал с нашего спутника получил Центр управления полетом из Португалии, насколько я помню, то они стали первыми, кто узнал про нашу Чеченскую Республику с космоса. Вот. Помимо прочего, на нем установлен модуль автоматического зависимого наблюдения вещания, который позволяет нам получать данные о воздушных судах, которые прилетают на территории, на поверхности Земли. Для чего это нужно? Как происходит система сейчас? То есть на каждом воздушном корабле, кто-то называет это модулем АЗНВ, кто-то называет это транспондерами, установлены специальные аппараты, которые передают на ближайший международный аэропорт данные о том, где на данный момент находится этот самолет. Это такая система контроля. Курс он держит, да, потому что во многих случаях, например, в случае возникновения ЧП, чтобы можно было до этого самолета добраться, до места его посадки или, не дай бог, до места крушения, оперативно добраться и как бы экстренные службы смогут быстро до тут добраться. Актуально на сегодняшний день. Актуально, Но как бы это ни звучало. есть проблема, так как эти самолеты на данный момент передают информацию на ближайшие международные аэропорты, есть большое количество зон, где сигнал не передается, потому что ближайшего Пустые международного аэропорта нет, да, и неизвестно, в каком месте находится самолет. Да, и радиус поиска из-за этого расширяется, и он может составлять много-много тысяч километров. И как бы одним из выходов мы с Юго-Западным государственным университетом придумали, это создание как раз-таки флотилий из спутников, которые будут принимать сигнал, где бы самолет ни находился. Минуточку. Флотилию? Флотилия, да, то есть наш спутник будет одним из спутников флотилии, как раз дальше мы перейдем и ко второму спутнику, который у нас будет. Вот, то есть у нас другие университеты, другие страны также смогут принять участие. Откуда вы знаете, что в мы этой перейдем ко флотилии. второму спутнику? Вот я вам сейчас расскажу про это подробнее. Хорошо, давайте вот как сделаем. Еще раз напомните, пожалуйста, кем был разработан первый спутник, кем он собирался, кем он создавался, кто участвовал в работе над проектом. Над проектом, разработка проекта, его конструкции и модулей, которые в него будут вшиты, этим занимался Чеченский государственный университет совместно с Юго-Западным государственным университетом. Сборка спутника проходила на базе Юго-Западного государственного университета в городе Курск. Их платформа. Их платформа. Почему? Потому что у этого университета есть огромная база по сборке этих спутников. Мы, в свою очередь, только начинаем свой поход в этот долгий путь. Начали. Мы начали его. Самое главное то, что мы начали, и совсем скоро мы уже начнем производить свои спутники. Сейчас нам нужно было понять, как это делается, из каких материалов и прочее. Мы смогли наладить очень хорошие отношения с нашими коллегами из Юго-Западного госуниверситета, которые с радостью делились с нами своим опытом, А не данными. было такого, зачем вам? Куда вы лезете? Это космос. Вам еще далеко до таких проектов. Не было? На самом деле, возможно, это специфика людей из Курской области, потому что по моему общению с ними, так как мы и сами посещали город Курск в конце 2021 года, чтобы лично познакомиться с командой, все они очень приветливые, все они максимально идут на контакт и готовы делиться знаниями. И, по крайней мере, те ребята, те ученые, с которыми я работал, у них нету такого, что они собрали знания и держат их у себя. Нет, они хотят, чтобы развивался не только город Курск, они хотят, чтобы развивалась вся Россия. И это отличный подход. Как мы знаем, 27 июня на космодроме Восточный состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2» 1Б. Что вы знаете лучше меня, который вывел на орбиту Земли первый космический аппарат Чеченской Республики, спутник Ахмат-1. Умар, вот скажите мне, а что это значит для Чеченской Республики? Мы начали реализацию своей космической программы, это не громко будет звучать, если я так скажу? На самом деле, можно и так сказать, и, наверное, даже правильно будет так сказать, потому что, да,
этим спутником мы заявили о том, что мы тоже хотим осваивать космос, что мы хотим осваивать технологии космоса, что мы к этому готовы. Вот, и мы на самом деле к этому готовы. А для нашей молодежи это сигнал о том, что теперь у них будет база и у них будут возможности для покорения космоса, скажем так. Ну, чеченский спутник в космосе. Вот скажите мне, а есть данные, как он сейчас на сегодняшний день себя ведет там? Все ли в штатном режиме? Вот так это все называется у Да, вас? да, все, Да? весь полет. А вот можно спросить о первых данных от спутника, если это не секрет? Запуск спутника у нас прошел в Штатном режиме, да, как вы сказали. В общем, мы сами присутствовали на космодроме Восточный, летели в город Благовещенск, наблюдали за запуском, непередаваемые эмоции Вы мы были там получили. во время да, запуска? Да, мы были там, мы лично наблюдали за этим запуском. На самом деле... Красиво было? Красиво полетел? То, что мы видели, замотивировало нас работать дальше, потому что это было не то, что красиво, это не знаю, как передать это можно словами, вот. В общем, мы получили опыт, мы поняли, нам провели экскурсию по космодрому Восточной, по городу Циолковский, мы познакомились там с учеными, которые занимаются разработками в сфере космоса, которых мы пригласили к нам в республику, и совсем скоро они проведут открытые лекции для школьников и для студентов. Вот. Мы побывали там, понаблюдали за запуском. После того, как уже из поля видимости ракета вышла, мы продолжили наблюдать за запуском в прямой трансляции Роскосмоса. Все прошло в штатном режиме. Наш спутник вылетел из специальной, скажем так, платформы, на которой он установлен, вылетел на высоте 600 километров, взял свою траекторию, взял свою орбиту. Сейчас он летает на своей орбите, передает данные. Мы как раз на днях получили с него первые телеметрические данные. Вот. И первые данные с непосредственно нашего модуля должны прийти вот-вот, мы их ожидаем, потому что первый этап — это идет накопление данных, и после того, как эти данные накопятся, система откалибруется и начнет пересылать их нам. Спутник начал свою работу. Да. Вы меня простите, но вот даже когда просто подумаешь, чеченский спутник в космосе. Вот. Насколько я знаю, космическая команда, я бы сказал так, команда ЧГУ получила грант на второй спутник. Это к тому, что вы сказали. Скоро перейдем и ко второму спутнику. Да, вот и переходим. Это так? Да. Правильно, да? Вот в чем будет состоять актуальность второго космического аппарата из Чеченской Республики? Я подчеркиваю, из Чеченской Республики. Что нового будет в нем и какие задачи будут стоять у второго спутника Чеченской Республики? И как он будет называться? По названию пока что мы только начали работу, совсем скоро мы уже начнем работать с названием. Пока что мы имеем на данный момент? В марте этого года мы также выиграли в конкурсе «Дежурный по планете». Объявлена была еще одна очередь. Мы там поучаствовали, предложили также уже немного переделанный, даже сказать, новый проект, вот, который также прошел. Мы смогли отлично защититься, уже имея навыки первой защиты. Мы смогли защититься еще легче. Да, уже когда ты знаешь, о чем говоришь, тем более. Вот, потому что там вначале... тоже поняли, а ребята действительно могут. Да, по крайней мере, стремление у нас было. Сейчас у нас есть еще и кое-какой опыт. Вот, мы смогли отлично защититься. Из чего будет состоять второй спутник? Запуск его у нас намечен на декабрь этого года, тоже с космодрома Восточный, город Благовещенск. Помимо системы автоматического зависимого наблюдения вещания, которая у нас была на первом спутнике, как мы помним, мы говорили про флотилию спутников. Да. Вот. А на втором спутнике у нас также будет установлена камера для фото-видеосъемки и датчик магнитного поля. Камера для фото-видеосъемки, мы благодаря ней сможем получать фотографии и видео напрямую со спутника, сможем их обрабатывать при помощи нейросетей, при помощи искусственного интеллекта, улучшая их качество. Вот. Также будет установлен датчик магнитного поля, благодаря которому мы сможем получать информацию о силе магнитного поля в различных участках Земли, обрабатывать ее, возможно, предсказывать различные погодные явления. Вот. И самое главное, что с этими данными смогут работать наши школьники и наши студенты, которых мы будем обучать. Вот. Потому что
но они благодаря ним смогут создавать различные проекты, придумывать новые модули, создавать эти модули, создавать программное обеспечение под все эти модули. Вот, в общем, развивать нашу молодежь в этом направлении. То есть основная задача обоих спутников – это чтобы наша молодежь начала свое движение в этом направлении. Помимо этого, у нас будут данные, с которыми мы сможем работать. Вы меня простите, Умар, но тут тогда у меня вот такой вопрос. Если мы запускаем космические аппараты на околоземную орбиту, значит, должен быть и центр управления полетом. Я Все прав? верно. Все верно, да. А И как у нас тут дела? У нас разве он есть? у нас отличные новости заключаются как раз-таки в том, что уже совсем скоро на базе Ченского государственного университета также будет центр управления полетами, который поможет нам получать данные со спутника напрямую. Возможно, на втором нашем спутнике будет также установлен двигатель, который позволит нам передавать информацию, то есть центр управления полетами позволит нам передавать информацию и управлять двигателем. То есть мы сможем изменять его траекторию полета, менять его высоту и так далее. Вот. Помимо этого, как я сказал, будет центр управления полетами, и мы также собираемся создать лабораторию, где наши школьники и студенты научатся сами собирать спутники по типу форм-фактора CubeSat-3U. В Грозном будет центр управления полетами. Все верно, все верно. Это не фантастика. Нет, это не фантастика. Все это благодаря нашему ректору Саиду Зарубеку Асламбековичу, который с первого момента, с тех пор, как мы начали участие в данной программе, он нас полностью поддержал, продолжает поддерживать все наши идеи, которые мы предлагаем. Он также понимает то, что за данной программой, вообще за космосом, за ним будущее. И чем быстрее мы начнем работу в этом направлении, тем быстрее, тем больше у нас будет шанса на преобразование, скажем так, нашего региона и нашей молодежи. Чеченская космическая программа. Звучит. И теперь вот что хочу спросить. И спросить хочу о членах первой космической команды. Космической команды Чеченской Республики. Кто они? Откуда они? Что замахнулись аж на космос? Ну, руководителем программы является ваш покорный слуга. Помимо этого, помимо меня, в команде задействован также специалисты технопарка Ченского государственного университета. То есть это ребята, у которых есть опыт в участии в различных проектных и грантовых конкурсах, вот, которые как раз-таки и сейчас занимаются тем, что помогают нашей молодежи осваивать новые технологии. Помимо прочего, с нами взаимодействовала кафедра радиофизики Ченского государственного университета, Институт математики, физики, информационных технологий. Ну и, конечно же, и большая благодарность нашей коллеги из Юго-Западного государственного университета. Команда у нас была небольшая на входе, но сейчас все больше и больше людей хотят присоединиться к нашей команде. Я их понимаю, я их понимаю. Но и все-таки вы меня простите, а вот что ими движет? Любовь к космосу? Вы знаете, К новому? Или что? я бы сказал скорее, что тут совмещаются несколько особенностей человека. Одной из которых это такой авантюризм. Хочется попробовать то, чего нету. Например, когда я учился в университете, это было вроде как недавно, в период времени, то есть 8 лет назад я еще учился в университете, то, что сейчас есть у нашей молодежи, мы тогда и представить себе не могли, те возможности, которые сейчас предоставляются для 8 наших лет студентов. назад я учился в университете, а сегодня я руководитель космической программы Чеченской Республики. Да, неожиданно. И сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы у нашей молодежи этих возможностей было больше, чем у других, скажем так, чтобы они ничем не были ограничены. У нашей Мы молодежи. предоставляем, да, наша молодежь сейчас покоряет Вы себя к ней не большое относите? количество, можно все еще относить, по крайней мере, по
как указано в Российской Федерации, молодежь еще до 35 лет считается, раньше считалось до 30 лет, вот, пока что я еще могу относить, но все-таки та молодежь, о которой мы говорим, это студенты и школьники, ради которых мы и работаем, потому что если мы сейчас сделаем упор и дадим возможности нашим студентам и школьникам, то через небольшой промежуток времени они будут руководить нашей экономикой, и чем умнее и талантливее они будут, тем лучше мы будем жить в будущем. Вот. И нами движет и авантюра, и я знаю то, что частью нашей команды... Трезвая авантюра. Да, нашей командой также движет и патриотизм, потому что они хотят, чтобы наш регион, он и сейчас является одним из ведущих в Российской Федерации, но чтобы он в этом списке ведущих регионов занимал всегда первые места. Чтобы наша экономика, наша социальная политика, чтобы она не то что не отставала от других регионов, она была впереди и не только по России, но и, скажем так, планеты всей. К сожалению, время нашего эфира заканчивается, но я могу с уверенностью сказать, что это наша не последняя встреча. Согласны? Я очень надеюсь, что это не последняя встреча, и скоро мы сможем прийти сюда. Не только я, но и наша команда сможет прийти в эту студию с хорошими новостями. Ловлю вас на слове. Договорились. И последний мой вопрос. 27 июня 2023 года с космодрома «Восточный» в 14 часов 34 минуты по московскому времени в космос был отправлен первый искусственный спутник Чеченской Республики Ахмат-1. Умар, можно сказать, что 27 июня 2023 года – это день начала космической программы Чеченской Республики. Вот такой вот последний вопрос. Я думаю, что об этом уверенно можно сказать. И если мы сейчас и не обращаем особого внимания на эту дату, то мы надеемся в дальнейшем, когда у нас в Чечне будет сильная база, когда мы будем производить свои спутники, и не только спутники, но и другие космические аппараты, когда у нас будут свои космонавты, то как раз-таки началом отчета всей этой программы будет как раз-таки 27 июня, когда в космос взлетел первый чеченский спутник. Начало космической истории или истории космоса Чеченской Республики. Все правильно. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи! Желаю всем удачи и всем стремления к космосу, чтобы все наши мечты, они обязательно воплощались. А на сегодня это все, дорогие друзья. И в заключение вот что хочу сказать. Первый чеченский спутник под названием Ахмат-1 уже в космосе. И это свершившийся факт. Кто бы что бы ни говорил, он есть. Спутник Чеченской Республики, чеченский спутник в космосе. И скоро будет второй. Верим в это. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И директор технопарка Чеченского государственного университета имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, руководитель программы «Дежурный по планете» в Чеченской Республике Умар Дадашев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.